В результате переговоров строительные работы, проводимые гражданами Таджикистана на несогласованных участках кыргызско-таджикской государственной границы, приостановлены. Напомним, 16 сентября после перестрелки на кыргызско-таджикской границе таджикская сторона прекратила строительство объекта в местности Футбольное поле села Максат Лейлекского района. А сегодня были приостановлены строительные работы уже в местности Джака-Урук Баткенского района. Военная прокуратура Баткенского региона приступила к расследованию произошедшего инцидента. Собраны вещественные доказательства, начато досудебное производство. Возбуждено уголовное дело по факту гибели прапорщика Равшана Муминова, обстрела домов жителей села Максат и Вышки по статье «Покушение на убийство». Следственная группа произвела осмотр пограничного поста Максат, школы, а также домов гражданских. Изъяты вещественные доказательства. Назначены судебно-баллистические, судебно-трассологические и судебно-медицинские экспертизы. Местные жители стали возвращаться в свои дома. Обстановка стабильная. Пункты пропуска на границе с Таджикистаном функционируют в штатном режиме. С сегодняшнего дня с 18:30 возобновлен пропуск лиц, граждан Кыргызстана и Таджикистана через пункт пропуска Кулунду-Автодорожный, который был закрыт в одностороннем порядке накануне. Двусторонние переговоры на уровне глав правительств начались вчера вечером на контрольно-пропускном пункте Кызылбель в Баткенской области. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев и премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзада обсудили инцидент с применением огнестрельного оружия, произошедший 16 сентября, а также высказались за активизацию совместной работы по делимитации и демаркации государственной границы. Главы правительств поручили руководителям пограничных служб и органам местного самоуправления двух государств активизировать взаимодействие на всех уровнях и усилить соответствующую разъяснительную работу среди населения приграничных сел. Стороны выразили мнение о необходимости принятия исчерпывающих мер для снятия напряжения в приграничных районах и недопущения эскалации ситуации в интересах народов двух стран. Вчера после переговоров вице-премьер-министр Таджикистана дал комментарий по ситуации некоторым СМИ. К сожалению, переговоры по обозначению кыргызско-таджикской границы затянулись. Осталось делимитировать больше половины. Началось расследование конфликта на таджикско-киргизской границе, приведшего к человеческим жертвам с обеих сторон. К нему обе стороны должны по-настоящему быть готовы. Пока неизвестно, с чьей стороны убиты люди и каким видом оружия. Нужно сделать все возможное, чтобы наказать виновных в соответствии с законами каждой из стран. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 километров. За 28 лет независимости официально уточнены только 519. Депутаты, чиновники, эксперты – все предлагают варианты ускорить процесс делимитации. Вот такое предложение поступило от депутата Исхака Пирматова, который сейчас находится за границей. В сложившейся ситуации будет преступным не использовать имеющиеся рычаги. Нужно закрыть пути для контрабанды, которая транзитом идет через Баткен в Таджикистан. Речь идет о нескольких тысячах тонн. Это будет большой экономический удар для них. Таким образом, переговоры пойдут быстрее и процесс делимитации скорее закончится. Я считаю, интересы государства стоят выше процветающего бизнеса 5-6 чиновников. Надеюсь, со стороны правительства в ближайшее время последует такой решительный шаг. Пограничники двух стран только и успевают пресекать попытки контрабанды. Мука, медикаменты, сухофрукты, табачные изделия. Что только не стараются переправить нелегально через границу, чтобы не платить налоги. Но главный товар по-прежнему ГСМ. В конце августа наши пограничники пресекли попытку ввоза 1500 литров ГСМ на территорию соседнего государства. В июне двум грузовикам не дали нелегально ввезти 30 тонн дизельного топлива в Таджикистан. По данным за 2017 год, 75% ГСМ, поступающих в Лейлекский район, имели контрабандное происхождение. За один месяц возили 16,5 тысяч тонн бензина, в то время, когда месячная потребность района в топливе была всего 2500 тонн. Екатерина Ступкина, Владимир Кулбалдеев, НТС.